Интерес к работе госавтоинспекции по-прежнему высок. Гражданам страны интересно знать практически обо всех нюансах деятельности сотрудников ГАИ. Батал Агрба не стал скрывать, проблемы есть. Взять хотя бы статистику. С ее помощью руководство ведомства и выявляет слабые места в работе. Данные за 5 месяцев текущего года констатируют рост правонарушений на дорогах. Процент ДТП по-прежнему остается высокий. Наше руководство страны, руководство Министерства внутренних дел поставило задачу вести реальную статистику дорожно-транспортных происшествий для того, чтобы сделать анализ, выявить те проблемы и решать их. Если не вести адекватную, правильную статистику, выявить те или иные проблемы, где тонко, где стоит усилить работу, где, скажем так, стоит чуть ослабить, рационально использовать все технические средства и силы, необходима правильная, четкая статистика в регистрации всех нарушений, дорожно-транспортных происшествий, лиц, которые попали в больницы, скажем так, какое количество людей погибло, какое количество людей ранено. Как бы эти цифры не пугали, но мы будем говорить о них и будем искать пути решения для того, чтобы снять эту проблему. Основными нарушениями, которые допускают водители, остаются превышение скоростного режима, неправильная парковка, тонированные стекла автомобилей. По-прежнему велико число тех, кто позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. На дорогах нашей страны погибло 1437 человек, ранено 5537 человек. Вывод один. Безопасность на дорогах обеспечивается плохо. Этому способствует множество взаимосвязанных факторов. За период с января по май 2018 года выявлено 16 588 нарушений, из которых управление транспортом в состоянии опьянения 1050. Превышение скоростного режима движения 11 790. Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 года выявлено 13 642 нарушения. Тонировать передние стекла автомобиля можно. Норма максимально допустимого уровня светопропускания 75%. А вот лобовые стекла видоизменять никак нельзя. Что касается документов, в частности доверенности, по словам Батала Агрба, она должна быть заверена соответствующим органом. Без этого никак нельзя. Что касается самой работы ГАИ, то кадровый голод налицо, отметил глава управления. И это не может не сказаться на работе госавтоинспекции в целом. Низкий уровень знаний личного состава ГАИ. Не секрет, что кадровый голод, испытываемый службой, напрямую влияет на качество ее работы. А в условиях, когда уровень знаний, мягко говоря, оставляет желать лучшего, качество работы стремится к нулю. Слабое материально-техническое обеспечение ГАИ. Эта проблема стоит перед ГАИ долгие годы. Многое сделано. Однако все еще ощущается нехватка как технических средств фиксации нарушений, так и транспорта, топлива, обмундирования. Камеры видеонаблюдения на республиканской трассе фиксируют нарушения вне зависимости от серии госномера и марки автомобиля. Это пояснение начальник управления ГАИ Абхазии дал в связи с вопросами журналистов об автомобилях правительственной серии 3А. Батал Агрба признал, что авто с такими номерными знаками попадаются часто. Очень высокие чиновники по автофиксации оплачивают штрафы, попадаются, большое количество штрафов. Они пытаются объясниться, что приезжала та или иная делегация, в которой им было необходимо, там, они двигались с сопровождением госавтоинспекции, но автофиксация не отличает. Административный кодекс для всех един, и аргументов для нас и для них нету, чтобы снять с их ответственность. В ближайшее время часть дорожных знаков заменят. Также на дорогах республики будут установлены новые. Всего в нашу страну доставят около 300 дорожных знаков. Кроме того, Министерство внутренних дел приобрело для ГАИ 10 алкотестеров. И это большое подспорье в работе, отметил Агрба. Новшеством в работе ГАИ Абхазии станет употребление нагрудных регистраторов, которые, согласно обещанию министра внутренних дел Гарри Аршба, уже поступили в ведомство. В данный момент среди сотрудников спецроты УГАИ и МВД проводится отбор по образовательному и психологическим данным. Какие пути выхода из сложившейся ситуации? Комплекс мер, на мой взгляд, один основополагающий. Мировая практика успешной работы по предотвращению транспортных происшествий в подавляющей степени свидетельствует о зависимости от использования современных технологий. В современных условиях и в наших реалиях добиться неотвратимости наказания без автоматизации процессов выявления нарушений невозможно.
Еще одним новшеством в работе ГАИ в ближайшее время может стать контроль за процессом обучения автошкол Абхазии. Соответствующий проект ведомство уже направило в Кабинет министров. На данный момент таких полномочий у ГАИ нет. И это, по словам Батала Агрба, очень сильно сказывается на процессе обучения будущих водителей. Главный вопрос в преддверии летнего курортного сезона – авто с российскими номерами. Начальник управления ГАИ заверил, за мелкие правонарушения водителей будут предупреждать. В первый раз. А вот что касается серьезных нарушений, то тут пощады не будет. Правила дорожного движения одни для всех. И нарушителей ждет соответствующее административному кодексу наказание. У нас отношение к туристам, скажем так, лояльно в том плане, что мы незначительные нарушения, это по части 1 117 статьи административного кодекса мы не привлекаем к административной ответственности, обходимся устным предупреждением и стараемся вообще не останавливать данный транспорт. На пресс-конференции речь шла также о современных средствах видеонаблюдения, которые могут фиксировать малейшее нарушение правил дорожного движения на дорогах страны. Пока их на республиканской автодороге только 20, но Батал Агрба заверил, в скором времени их станет в 2 раза больше. Нисфа Аршба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.